Приветствую всех. Аят Маша Ойло. Приветствую я тоже наших всех друзей, маршал Дайлет Масарна. Платформе этого диалога политического центра Президиума Республики Ичкерия. Сегодняшний стрим называется «Мадуро, как США брали диктатора». Поговорим об этом и многом другом, друзья. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Ичкерии, либо фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности. Все остальные присоединяйтесь. У нас стрим идет на официальной странице Президиума правительства в Telegram, а также на YouTube-канале Reality и в TikTok. И я передаю, как обычно, слово сопредседателю Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, постоянному соведущему со мной этих стримов, Аяду Идигову. Аяд, пожалуйста, вам слово. Добрый вечер, салам алейкум, хамна махвай. Вай там дичердара от Венесуэля, американский подчас. Rättima tämä joo, että суббота, вяхмовила. Хорошо. Значит, мы говорим о том, что как случилось так, что ситуация в мире такая вот сложная, и мы пытались решить вопрос, весь мир пытался решить вопрос, скажем, российских, украинских отношений, вывести российские войска и сделать так, чтобы наступил мир и благополучие в будущем, чтобы современное международное право, оно было, значит, залогом, как говорится, гарантией существующих государств в мире. И здесь мы видим, что наряду с этим дня два назад Соединенные Штаты Америки выкрали президента Венесуэлы. Вопрос о том, что Мадуро был сообщником Кремля, это мы знаем. И мы знаем, что он был как бы обозначен президентом, мы знаем. Что он был диктатором, мы знаем. Но в то же время в мире много диктаторов, которых можно было бы, как говорится, вести, чтобы народ избрал действительно тех людей, которые они хотели бы избрать. Вот Соединенные Штаты Америки сейчас на себя взяли роль, скажем, мирового, как говорится, жандарма, так скажем, который будет исполнять решения Организации Объединенных Наций, я в кавычках говорю. Было бы хорошо, если бы Организация Объединенных Наций назначила бы какую-нибудь страну, которая вот так вот этих всех диктаторов убирала. Тогда бы в том числе был бы и, скажем, Путин и другие диктаторы в этом мире. Но это как-то не получается, и навряд ли это получится, потому что мы говорим современное международное право, оно имеет свои изъяны, которые не позволяют как-то вот строго решать эти вопросы. У меня двойственное чувство по этому поводу. Во-первых, так вот решительно захватить, скажем, президента чужой страны, и не маленькой страны, и богатейшей страны нефти, там, газа и других природных ископаемых, это говорит о том, что вот так вот диктатор может поплатиться. Но в то же время получается, что таким образом себя диктатор не может вести. Он довел эту Венесуэлу до такого состояния, что от этой Венесуэлы прям бегут все в Америку, в другие страны. Беженцы не знают, как под этим диктатом себе, значит, вести. А возьмите любую страну, скажем, Ближнего Востока, скажем, диктаторских, там тоже примерно такие вот условия. Вот в Иране сейчас такое. Допустим, Чеченская Республика Ичкерия на территории такое. Ну и в других регионах, которые мы сейчас называть я не буду,
тоже диктаторов навалом, как говорится. И, может быть, вот современное международное право как-то вот изменить, чтобы какой-то стране давали право решать вопрос с диктатурой, то есть той властью, которая не избрана народом. Если эта страна, значит, которая избирает своего президента или власть, и если она незаконно туда власть приходит, чтобы эту власть, как говорится, могли свергнуть. Для этого должно быть какое-то международное принятое решение и обязательство, и та страна, которому это поручили, она должна быть поддерживаема и некоторыми другими странами, или всеми странами. Вот в чем вопрос. Теперь получается, что Америка может себя так вот захватить диктатора. С одной стороны, я считаю, что диктатор, который помогает, все те, которые помогают, скажем, Кремлю, этому преступному режиму, который столько убил наших людей, скажем, чеченцев, почти каждого четвертого человека он убил, запытал, убил только. Я уже не говорю о тех, которые замучены, изгнаны со своих семей, у них все отобрано, и у них теперь они там взяли, построили какие-то дома, коробки, это, значит, светом осветили, красиво говорят, все такое. Нам все это не нужно было. Нам нужно было, чтобы была свобода действий с самоответственностью. Этого нету. То есть свобода здесь заключается в том, что свобода ты можешь только подчиняться этой диктатуре. Не подчинишься, значит тебя изобьют, оскорбят, и никакой свободы у тебя нет. Вот в этом плане должно было быть, как говорится, ситуация в любой диктаторской стране. И за это надо было бороться нам сегодня в мире всем. Но вот то, что сейчас сделали в Венесуэле, я предлагаю сделать и в другой любой стране диктатуры. Давайте начнем с Путина. Давайте начнем с других диктаторских режимов, которые вот так позахватывали чужие территории. Они захватили территории и сидят сейчас спокойно и ничего не беспокоятся. Придет ли туда Трамп или другой, скажем, какой-нибудь лидер, чтобы освободить от диктаторов эти народы? Пока что это не видно, только избирательная вот такая ситуация. Но с другой стороны, и Соединенные Штаты Америки здесь, конечно, когда перехлестывает, может быть, перехлестывает, скорее всего, вот так вот брать, и теперь критика будет в отношении Трампа и Соединенных Штатов Америки на уровне того, что это делает, как и, скажем, Россия, почти одинаково. Мне не хотелось бы, чтобы Соединенные Штаты Америки вот так были втянуты в эту ситуацию. Другое дело, если этот режим не подходил этому народу, то здесь этот народ должен был выступить. А здесь вошли и как-то взяли и захватили президента, арестовали президента. Теперь все диктатуры, которые находятся вокруг Венесуэлы, тоже будут себя чувствовать слишком, как говорится, неуютно. Потому что Трамп заявлял о том, что он Гренландию хочет, или Канаду, и еще что-нибудь. Как бы ему и это в голову не сбрело. Вот о чем говорят сейчас все вот в прессе, везде, всюду. Получается, что мы сейчас от современного международного права, фактически от него уходя, возвращаемся в прошлые века, когда государства вот так вот захватывали государства, смещали их лидеров открыто, прямо. Зачем тогда современное международное право? Мы всегда говорили, вот чеченский народ создал свое государство в рамках международного права, и с первого дня, как мы это сделали, против нас идет вот такая глобальная вот такая пропаганда против нас. Мы не видим поддержку ни в ОБСЕ, ни в ПАСЕ, ни в Европарламенте, ни в других международных организациях, ни в ООН. Везде идет такая трактовка, что Чечня есть часть России.
Ну, извольте, покажите обоснование того, что есть, что она часть России, если ее народ проголосовал, открыто проголосовал за создание своего демократического государства, где свобода личности лежит в основе и э, целью этого государства создания. Свобода личности – это значит, человек свободен, но и ответственно перед народом, перед властью и перед тем, что он делает, чтобы это было, значит, нравственно, чтобы это было по закону. Вот что имеется в виду. И если это не делается, вот нам, чеченцам, кажется, что здесь это что-то сомнительное. Конечно, это сомнительное, говорят многие наши вот знакомые мои, и люди, с которыми я общаюсь, тоже об этом говорят. Что же делать? Как бы весь мир сошел с ума, одни, значит, с другой стороны. Теперь здесь хорошо другое, что, скажем, в этой ситуации, в которой складывается, хорошо, что Америка поняла, что такое Путин, кто такой Путин и что такое Россия. И Россия начала сейчас критиковать этого Трампа, и у них произошел какой-то раскол. Но этот раскол завтра может смениться снова на хорошие отношения. Потому что у тех есть ядерная дубинка, и у этих есть ядерная дубинка. То есть это как бы гарантия безопасности. Если бы у Венесуэлы сегодня была бы ядерная дубинка, вряд ли они пошли бы туда и захватили эту территорию и их президента. Ну вот, что можно сказать про это, я так думаю. И в то же время, конечно, настало время, когда надо думать о том, что вот такие вот ходы, которые делают сегодня, скажем, Россия и другие диктаторские режимы, чтобы это не было, этого не было. Да, Мадуро это преступник, да, Мадуро это поддерживает, в первую очередь поддерживал диктатора Путина. Да, это так. Но в то же время, если мы будем действовать в рамках современного международного права, такие методы неприемлемы, неприемлемы при всем при том. Вот что я сказал бы по этому вопросу, Аслан. Давай дальше продолжим вопросы и ответы, если будут. Как минимум две теории, не будем дальше углубляться. Одна из этих теорий гласит о том, что это был согласованный уход Мадуро с Трампом, то есть договорился, за ним прилетели вертолеты, и он вылетел. Либо предательство из самого окружения Мадуро, которые его сдали. Как вы считаете, если не было жертв, Мадуро с таким хорошим настроением желает Новый год, поздравляет, идет в наручниках, его ведут, он поздравляет с Новым годом всех, Happy New Year и все остальное. Видно, человек не очень сильно переживает. Как вы считаете, это могло быть согласованным уходом, либо предательством внутри Венесуэлы? Ну, как сказать, главное то, что мы видим картинку, как это сделано, как обрисовывают те люди, которые это видели. Они говорят, что они залетели, разбомбили все эти охраны, вокруг которого у него были. Там, наверное, сотни, а может, тысячи было у него охрана. Она вся разбежалась, и под этими бомбами, под этими обстрелами они, видимо, испугались, не были готовы к этому. И, может быть, поэтому как раз-таки американцы смогли взять его и улететь вместе с ним. Вот то, что мы знаем. Конечно, разные варианты возможны и так. Но я не знаю, как это будет выглядеть. Будет ли это так, посмотрим. Они же говорят, что они его будут судить сейчас в Нью-Йорке или где там. Да-да. Тогда это даст уже дальнейший ход событий, нам покажет, что. Теперь вот венесуэлцы, их министр обороны, еще какие-то там люди из власти, они требуют, мол, выдайте нам этого Мадуро назад и все такое. Но это уже как бы они прошляпили, и, видимо, Америка ничего не выдаст, и здесь не надо и разговор вести. То есть Америка говорит, что они украли у нас, как Трамп сказал, нашу нефть, которую мы добывали, она изгнали наши фирмы, которые
договорились, раньше у нас были контракты, они все это забрали и все такое, и это никак не может быть и быть не может, потому что они такое натворили, и народ они гнобят. Так они говорят. А что будет? Сейчас сказать невозможно, это же вот свежая, так сказать, ситуация. Теперь еще Трамп заявил о том, что вот эти волнения, которые сейчас идут в Иране, что он готов и в Иране навести порядок в случае, если там начнутся какие-то избиения или что-то такое. Возможно, он там это попытается сделать. Ну, посмотрим, что будет, как на это реагировать. По крайней мере, все те друзья, которые были у Путина, сейчас как бы становятся, ну, как сказать вам, становятся пленниками Трампа, скажем, Соединенных Штатов Америки. И с этой стороны это меня радует, что вот таких людей они убирают с дороги. Но что дальше будет после этого, непонятно. Как себя поведет снова, скажем, Трамп, Венесуэла. президент Трамп, да. Да, и Как он Венесуэла поведет, может вспыхнуть, да? Венесуэла может вспыхнуть, тоже там могут начаться сейчас борьба за Ну власть. да, они-то там говорят, что мы там уже все взяли, и вроде бы я уже информацию слышал, что там женщина, вице-президент, она согласилась взять на себя все функции президента, и что она готова, значит, выполнять то, что ему скажут ей скажут из Вашингтона. Это тоже я слышал. Насколько это верно, посмотрим, правда, потому что информация идет разная, поэтому будет видно, что будет. Венесуэла, наверное, не захочет, они очень не любили этого Мадуру, как вот показывать и старая история, и нынешняя, вот показывать, что вот он такой был, этот Мадуро. Если бы он, вот здесь вопрос такой, если бы, помните, когда в 91 году мы избрали своего президента Жагар Дудаева, то Россия прислала своих десантников самолетами, так? И они хотели так же, вот как сейчас это сделал, захватить нашего президента и ну, свергнут как бы власть тогда нашу. И что получилось? Почти весь народ вышел, блокировал полностью все эти аэропорты, везде, все, где был. Наоборот, значит, захватили этих солдат, этих там, короче говоря, выставили там блоки, поставили машины, не дали им сесть. А они тогда не бомбили, правда, но если они бомбили открыто, это было бы на территории, тогда еще Советский Союз был, да? Но взяли, захватили весь их десант, посадили их там в здание МВД и в других наших тюрьмах, и они сидели недели-две, отняв у них все это. Потом Россия запросила мира, и мы их отпустили во имя того, чтобы дальше мы мирно начали вести переговоры и существовать. Но с Россией никакой договор не является договором, и снова война пошла. Это была первая агрессия со стороны русских. Потом в 92 году, когда они напали, значит, Осетино-Ингушский конфликт, и этот конфликт им нужен был только для того, чтобы вторгнуться на территорию Чечении. И они вторглись, они дошли чуть ли не до середины нашей территории, и потом там были остановлены нашими воинами. И тогда снова там договаривались, там крутили, вертели, все. Они могли быть тогда, вообще тогда в этом бою, они могли быть уничтожены. И они вот при переговорах с Гайдаром, тогда премьер-министр был, с ним, значит, решили отойти. Это вторая была агрессия России. Потом третья, четвертая, пятая. То есть вот так вот. То есть надо было, если бы народ хотел бы, сегодня весь народ поднялся бы и защищал Мадуро. А мы видим, что никто не защищает. Мы видим, что они практически все молчат, и какие-то там марионетки, которые там, ну, не хотят этого Мадуро, его окружение, что-то там говорят, и все. Вот что видно.
Да, спасибо, Аят. Аят, так получилось, что Николаса Мадуро, он является тезкой Николая Патрушева. И может ли это быть такой глобальной операцией, ну, о чем заявляют американцы, скорее всего, так и есть, которые охотятся не только на самого Мадуро, но и на его тезку Колю Патрушева. И знаете, Аят, тоже вот хотел учитывая, что Путин последовательно сдает своих союзников, как балласт скидывая, от Сирии до Нагорного Карабаха, до Ирана, Телеграма, Сербии там, и много-много чего может пойти, что меняется в этом мире после широкомасштабного вторжения Путина, России в Украину. Как вы считаете, Аят, может ли это быть схемой по сдаче Николаса Мадуры для того, чтобы подставить под удар Николая Патрушева Путиным и Китаем? Потому что и Путин, и Китай буквально за несколько минут до начала операции Россия и Китай были на связи с Соединенными Штатами Америки. Об этом говорят в интернете, пишут, что они установили связь, якобы, чтобы не было никакой эскалации и так далее. Но, как здесь сказать, мы можем. Мы знаем, что действительно этот вице-президент это Венесуэла, женщина, она была тогда в этом Москве, как раз и оттуда она вылетела в связи с этими событиями. Потом она согласилась, вот я говорил, что готова, значит, полностью решать вопросы таким образом, как будет требовать Америка. Значит, это может быть в какой-то степени, можем здесь какую-то связь, вот, ну, скажем, домыслить, скажем, связь. Но в то же время они понимали, что Мадуро практически там никто в этой стране, и его не любят. Он там как клоун там выступал, разные вещи там показывали про него. Еще с тех пор, как еще до первого предыдущего президента там, который был. Так что здесь с Николаем Патрушевым это связано, лет тезки, это можно только условно говорить. А так здесь именно по этой линии будет это или нет. Вопрос в том, какую политику они будут вести именно Россия и Китай. Теперь у них какие-то разногласия. Трамп теперь ругает и обвиняет Путина в том, что он не согласовывает, что он недоволен им, и вот говорит, что он теперь так-то и так-то будет давать возможность Украине, значит, давать какие-то там удобные, ему нужные вооружения, все такие разговоры идут. Но и украинцы тоже вот этому, собственно говоря, рады. Конечно, рады и мы в том числе, но что будет или не будет, я не знаю. Как можно говорить? Это, возможно, так и есть, понимаешь? А как вы считаете? Здесь вот такая ситуация, и здесь говори, не говори, вот эти еще поднялся до этого вопрос о том, что этот, мол, на Путина, мол, ракету запустили или дрон запустили, чуть его не убили, вот это все оказалось фейком, и тоже, значит, Трамп понял, что его обманывает, и его там объяснили, что это все ерунда, и теперь, конечно, Трамп недоволен. Но это недовольство может быть завтра измениться, и мы не знаем, почему так, как будто бы не знаем. Но ясно, что речь идет об экономических вопросах. То есть они хотят как-то решить вопрос в пользу Америки, они хотят восполнить свой бюджет, свои долги, значит, которые у них колоссальные, хотят покрыть. Я так думаю. Вот эти задачи перед собой ставить, не забывая при этом личное обогащение. Ну, каждый эти миллиардеры, они это тоже не забывают. Но они это делают вот так вот. Я так думаю. Здесь вопрос, США сделала то, что давно хотела с Венесуэлой. Абдул Дадаев пишет. Теперь ждите сдачу Украины.
Украине конец. Неужели вы до сих пор не поняли? Трамп договорился с Путиным, США берет Венесуэлу, а Россия капитулирует Украину. Что Но по этому поводу? здесь мы-то поняли, если кто-то понял более обоснованно, посмотрим, кто будет прав. Ведь Европа, независимо от того, что говорит Трамп, Европа активно помогает теперь Украине. Мы же видим, выделяются деньги, более 110 миллионов долларов, так? Выделяется помощь, выделяются разного рода, значит, вооружение. И сегодня активно Украина ведет сопротивление, даже убирает там, выталкивает российские войска. Вот мы видим, что в том Покровском, другом направлении украинские войска как бы теснят российские войска. Мы это видим. И в то же время об этих переговорах, которые Трамп все время поднимает и говорит, ничего не происходит, он так или иначе крутит и не хочет решить вопрос. Он уходит в сторону, практически уходит, и никакой вопрос не хочет решить Путин. Ведь переговоры шли, он теперь с этими дронами что-то придумал. И сказали ему другой, давайте, вот, скажем, Украина согласна на те условия, которые ему предъявляет Трамп, допустим, они согласны. Но это должно быть как бы в пределах закона и все такое. Ну, а Россия не хочет. Почему не хочет? Потому что она хочет захватить всю Украину. Вот они так говорят. И здесь Трамп снова проигрывает. Раз, два, три, везде, посмотрите, везде, где Трамп не выставляет какие-то условия благоприятные, скажем, для России, Путин уходит в сторону, ищет какие-то причины, чтобы это не сделать. Поэтому здесь вот сказать, что он сдает Украину, можно так сказать, домысливать это, или сказать, что это может быть, но этого нету. Пока что мы не видим этого. Может быть и другое, что совершенно этого нету, то, что говорит этот вот вопрос, который задал. Да, мы понимаем, и это тоже. Но нам хочется, чтобы было иначе. А что мы можем иначе сделать? Мы сейчас вот говорим и поддерживаем Украину. Мы поддерживаем украинский народ, власть, Зеленского поддерживаем то, что он сейчас делает, меняет, значит, свою власти, там, одного убирает, другой, кстати, Ермака убрал, вместо него другого поставил, потом третьего. Там он все как бы переформатирует, и чтобы не было разных, значит, домыслов про то, что Россия, то есть Украина, это такая страна, которая везде коррупция, все, чтобы это ушло, он в этом направлении начал действовать. И это, конечно, может быть как раз то, что необходимо сейчас. И победа Украины важна для всех. Важна для всех. Я так думаю. Пока что так. А там посмотрим. Бархал Аяд, Аяд, я хотел бы вас спросить по поводу назначения в Украине главой офиса президента Кирилла Буданова. Что вы по этому поводу думаете? Ну, что можно сказать? Мы же видим все информации, которая идет, именно ведомство, значит, ГРУ, которое он возглавляет, он организовывает вот эти все удары по всей России, значит, эти заводы, предприятия военные, эти все вот конкретно организованные, значит, отпор, который дают на территории России, это работа как раз этого ведомства, которое он возглавлял, скажем так. И в то же время он имеет хороший авторитет и в народе, и он не связан ни с этой коррупцией, ни с этими деньгами, нисколько он не связан, как говорят, так. И он наиболее, так сказать, приемлемая личность для этой должности, так. Но нам казалось, что там может быть что-то и другое, у каждого были свои планы, может быть, там какой-то другой человек стал бы. Ну, может быть, это и не надо сейчас. Сейчас надо, чтобы он мог эту работу, ну, организованно, значит, так же, как и в своем ведомстве ГРУ, и здесь организовать работу таким образом, что общее состояние, скажем, в самой системе власти, во всей власти,
Здесь же более обширно, чем там. Здесь уже и все, значит, области жизни, скажем, и тот же ГУР, и ГРУ, и другие, все становится у него как бы подведомством, который должен управлять. У него расширяется все города, все поселки, парламент, не парламент, все, он полностью связан с внешней политикой. Это очень ответственная должность. Он будет как бы правой рукой президента. Вот. И президент этим самым и себя хочет укрепить. Вот что я думаю. Спасибо, Аят. Ну, некоторые говорят, что некоторые западные средства массовой информации прям оды о восхищении пишут Кириллом Будановым, говорят, что это очень прозападный человек, там все такое и так далее. Да-да. Посмотрим, как этот прозападный человек будет вести в отношении нашего вопроса, пока он себя ведет по-русски, так скажем. Ну, посмотрим, конечно, посмотрим. Мы будем на это глядеть, как говорится, мы увидим и наш вопрос, и другие все вопросы, как они будут решать. По крайней мере, вот вопрос, который решал Ермак, они были недостаточно, скажем, обоснованы для того, чтобы решить с нашей точки зрения. А там уже, если вот такие вот полная коррупция была и столько воровства разных денег и все такое, то неизвестно, что будет дальше. Посмотрим. Это, наверное, все вскроется. Наверное, будут расследования, наверное, будут судебные дела. Расследование идет. В общем, этот человек вот новый, у него могут быть недостатки, как у каждого живого человека. Но в целом, если он будет способствовать решению вопроса победы Украины, это для нас хорошо. Так я думаю. Спасибо, Аят. Аят, вы, я знаю, очень много делали работу, об этом многие знают, делали работу по признанию Чеченской Республики Ичкерия, и Украина, в конце концов, после широкомасштабного вторжения России, признала Чеченскую Республику Ичкерию. Потом, правда, Верховная Рада приняла один закон, а некоторые отдельные представители начали себя вести очень странно в отношении нашего вопроса. Вы много сделали для того, чтобы страны Балтии признали. Вы писали обращения, там, ну, везде вы писали, не только страны Балтии, везде писали. И сейчас некоторые самозванцы, которые всю свою политическую жизнь фактически отстаивали античеченские интересы, по поводу черкесов поехали в Литву, и там внутри поднимали черкесский флаг, а снаружи подняли ичкерийский флаг. Ну, чтобы нас обмануть, как обычно они это любят делать, они добавили видео, которое раньше, когда еще пару лет, по-моему, назад или, может, больше, назад они туда приезжали и ошибочно, приняв их за борцов с Российской империей, парламент Литвы встал и аплодировал. Скажите, пожалуйста, Аят, сейчас в каком вопросе, как обстоит ситуация по признанию, потому что Украина отправила в ООН документы о признании Ичкерии, и сейчас ведется работа, и эти деятели сейчас начали вести в этом направлении работу. И есть подозрение, что Литва может быть одна из тех, кто нас сейчас признает. Как вы считаете, это будет, и на какую работу вы провели в отношении стран Балтии? Джохар Дудаев очень много, извиняюсь, Джохар Дудаев очень много сделал для того, чтобы эти страны, Эстония, Латвия, получили, Литва, независимость бескровно в свое время. Ну, что сказать, марионетки или, скажем, самозванцы, которые здесь приехали как беженцы, так, они эту работу ведут, и их работа, она в пользу имперского Кремля. Здесь нет никакого сомнения, потому что мы видим. Вот я вот сказал, там, вот эта команда, которая была в Литве, от якобы от Чеченской Республики Ичкерия, там в Литве знают их, потому что у них вся информация это есть.
Они знают, сами знают, они много там участвовали. Есть там некоторые люди, которые противились, там против говорили. Но они обычно ведут себя таким образом, эти люди, которые сейчас не у власти, так, и те, которые во власти, есть конкретно, если решения нет у них по этому вопросу, они ведут себя так вот независимо, чтобы не оказаться в какой-то, ну, перепалке или в каком-то споре. Поэтому оставляют без внимания это. Ни закаевцев, ни каких-то других там разных самодеятельных деятелей, которые себя представляют здесь властью, или какие-нибудь там партии или движения, которые себя так ведут, ну, воспринимается, с одной стороны, так, что они эту работу ведут, но эта работа должна вестись, и признание нашего государства должно вестись от легитимной власти, той, которая есть в зарубежье, от представителей легитимных, представителей власти чеченского народа. А представители легитимной власти чеченского народа – это в президиуме. Это люди, которые направлены сюда работать, конкретно направлены, имеют для этого решение нашего парламента и тогдашнего президента. Эти люди, которые не предали интересы нашего народа, не принимали документов против нашего государства в пользу Кремля, коими является команда Закаева и других, которые вот там здесь ведут. Это люди, которые хотят, чтобы на территории нашего государства было, значит, восстановлено легитимное государство и изгнано. Это люди, которые не говорят о воссоздании там государства. Это люди, которые говорят о том, что необходимо освободить территорию нашего государства и восстановить легитимную власть. А здесь эти люди, то они говорят, что нужно какой-то там конфедерацию народов Кавказа создать по всему, скажем, Кавказу, то они говорят, что создать надо Эмират Кавказ, то они говорят еще что-то, в то время намекая на то, что они оторвут от нынешней России часть, скажем, Российской Федерации, утверждая, что Россия сегодня распадет, сегодня или завтра, или в ближайшее время. А мы понимаем, что развал России сейчас не выгоден, как мы видим, западным странам, ни Америке, ни Китаю, ни Западу. Этот развал не выгоден, и они не поддерживают этот развал, потому что у России есть такая мощная, скажем, сила в лице, в виде атомных бомб, которые они могут применить. И люди, которые вот эти вопросы поднимают, они хотят таким образом увести, как говорится, дремучую, как говорится, тьму наших людей и нашего народа, что якобы мы там создадим что-то. Ничего они не могут создать, пока не развалится Россия. Если Россия развалится, тогда уже говорить надо будет со всеми, кто, скажем, на этой территории, скажем, находится, на Северном Кавказе, я имею в виду. Да как это будет? Наша задача состоит в том, чтобы мы освободили нашу территорию, чтобы наше оккупированное государство, незаконно, что оно оккупировано, признало, скажем, западные и другие страны мира. И наша задача состоит в том, чтобы после этого, на основании этого, чтобы мы мирно воссоздали свою власть на этой территории, освободив ее. Но если мы будем здесь говорить о том, что наше государство должно быть сейчас пойти туда, там, послать туда людей, как некоторые говорят, мы пойдем туда, мы себя там схватим, нам нужны какие-то пути туда, прохода. Все это басни, которые никуда не пройдут сейчас, в данной ситуации. Мы это видим. Нет ни одного варианта при существующем сейчас, скажем, Российской империи, чтобы это сделать. Потому что они могут сделать то, что они делали раньше и сейчас, а у нас пока такой силы нет. А для того, чтобы, если мы эту территорию даже и возьмем, нам необходимо, чтобы у нас была международная поддержка. А для этого мы должны работать на Западе, доказывать или показывать остальному миру, что на самом деле против нас
чеченский народ, который создал свое суверенное государство, совершена агрессия незаконно. И для этого мы должны работать на Западе. И чтобы этого не было, Россия всячески поддерживает вот эти разные движения, засылает сюда разных деятелей, которые фактически своим поведением, то они религиозники, то они, значит, демократы, то они еще такое, то ли они не могут себя вести и представляют себя защитниками нашего государства, они сами себе такие полномочия присваивают. Так что эти люди, они в любом случае, они работают в пользу, скажем, нашего врага и оккупанта. Поэтому мы, те, которые находятся в этой группе или поддерживают этих людей, хотим предупредить, что это ваше заблуждение, не будьте с ними вместе, не поддерживайте их. Они сегодня одно говорят, завтра другое, а на самом деле у них нет никакой основы с точки зрения международного права, чтобы решать этот вопрос. И нет никакой надежды, если мы не объединимся здесь на Западе, все наши силы, скажем, беженцы, легитимная власть, чтобы мы вместе работали, били в одну точку. Нам это надо. И признание нашего государства, вот, что оно незаконно оккупировано, для нас очень важно. Вот какую работу мы должны проводить. И очень жаль, что власти, скажем, прибалтийские, я неправильно говорю, балтийских государств, которых мы очень уважаем и любим, что они принимают этих самозванцев на разных уровнях и делают им пиар. Это нельзя допускать, потому что эта история покажет то, что история будет видно, кто им помогал и что было. И мы это прекрасно, наши люди видят, кто с кем находится. Люди, которые работают на Кремль, открыто работали и работают всем своим поведением, принимаются на разных уровнях, разных, скажем, государственных или общественных политических движениях и говорят, что они действительно являются, скажем, представителями нашего государства, они говорят. Но если они это говорят, будьте любезны, спросите, обоснуйте ваше право, и они это никто у них не спрашивает это. И если они спрашивают, они дают это, проанализируйте, они же специалисты, они не анализируют это. То есть, другими словами, говорит, что все те действия, которые они принимают, они направлены тоже в отношении того, что как-то, значит, не принимать в пользу наш вопрос, не рассматривать его, потому что у них свои вопросы в первую очередь. Свои вопросы. У каждой страны своя, говорится, шкура ближе к телу, как говорится. А нам нужно вот самим, вот нам никто не помогает, а мы сами себе помогаем, вот вопрос стоит. Вот мы о чем мы должны говорить. Вот так я думаю, Аслан. Спасибо, Аят. Вот здесь старик Хатаб пишет. Без России вас сожрут. Первая Турция. Как вы считаете, Аят? Сожрет нас Турция? Они вот нас сожрут. Кто это говорит? Кто это такой? Ну, это, как же его сейчас ушел. Нет, старик Хатаб. Ник у него, старик Хатаб. Ну, да. Старик Хатаб, мы на твоем ковре самолете улетим. Они не проглотят, мы станем костью в их горле. Никому не дадим не сжать себя. Мы знаем, что нам нужно, и мы не являемся теми людьми или тем народом, которым управлял какой-то диктатор или царь. Во все времена наш народ жил, значит, демократическим принципом, избранными нашими людьми во власть, назывался он Мехкел, это как парламент практически, да, и этот парламент их решение исполняя жили, всегда. И никакого царя мы не избирали, никогда. То есть это такой, значит, ну, скажем, это такая вот система власти была всегда во все времена, сколько существует чеченский народ. Мы это знаем. Поэтому именно мы и являемся костью в горле именно этого Кремля и нынешнего, и прошлого. И даже когда на нашей территории не было ни одного немца, фашиста, да, они обвинили нас в том, что мы враги народа и выслали в Сибирь и в Казахстан, вы знаете это, в Среднюю Азию.
Так что здесь вопрос такой. Но нам бы не хотелось говорить об этом. Мы сожрут, не сожрут. Они сами и другие. Зачем нам Турция или другие диктаторские режимы, если они будут диктаторскими? С народами и странами, которые являются равноправных условиях, мы будем сотрудничать, и это наша позиция. Вот что я думаю. Бахкалая, Так, друзья, задавайте вопросы. Сейчас я просто отключу эту троллятину, которая продолжает писать комментарии и отвлекает нас. Друзья, пишите комментарии, задавайте вопросы, я Дуйдигову, я зачитаю. Либо, если хотите принять участие, вы можете зайти на официальную страницу в Телеграм Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия и непосредственно принять участие в нашей сегодняшней беседе. Также вы можете зайти в ТикТок и там поднять руку, если по теме будем общаться, вы можете задать Аяду вопросы уже сами непосредственно. И у нас голосование тоже я выложил. И верите ли вы, что Мадуро сдаст наркосхемы Путина и Патрушева на допросах в США? Да, ответили 57%, нет, ответили 43%. Это какие-то стойкие российские тролли считают, что Мадуро не будет сдавать никого. Я думаю, что он сдаст на 99% всех. Я думаю, он уже сдал перед тем, как вылететь. Всех уже сдал и вылетел. Конечно. И сейчас, если Мадуро сдаст, всем известно, что именно Патрушев прилетал тогда, помните, по-моему, 400 килограммов было, по-моему, кокаина где-то в посольстве России, либо в Венесуэле, или где-то там в Латинской Америке. В Аргентине было, кажется. Кажется, в Аргентине было. В Аргентине, да. На своем самолете личным прилетал, ну, как бы такой мега-драг-дилер, так сказать. И сейчас есть живой свидетель, который с документами, с именами, с фамилиями раскроет всю эту схему. Невероятно просто. Невероятно. Отлично. Так. Благодаря. Сейчас я посмотрю, тут пишут ли нам ТикТок. ТикТок тоже у нас пока тишина. Вот вопрос такой. На главную роль в управлении Венесуэлой назначили Марко Рубио. Он сам из Латинской Америки, корни имеет происхождение оттуда. И, очень такой адекватный, на мой взгляд, человек, в принципе, как и вся администрация Трампа. Но как вы считаете, как это будет выглядеть со стороны Соединенных Штатов? Может ли там начаться революция, а может, имеется в виду в самой Венесуэле, Колумбии, там Куба возмущается, Бразилия, Мексика, что-то там еще говорят. Может ли произойти вспышка какая-нибудь военная, либо нет? Ну, конечно, сейчас они все обеспокоены, эти страны, которые ты назвал. Там тоже эти диктаторско-коммунистические режимы, так? И эти режимы, они обеспокоены тем, что Соединенные Штаты Америки такой вот решительный ход сделали, и как бы и к ним это не пришло. И поэтому они все гуртом выступили против решения, начали жаловаться в Организацию Объединенных Наций и все такое. Это я понимаю. Но если Марко Рубио назначили, я не думаю, что назначили президентом Венесуэлы, просто он имел в виду, Трамп, что они будут контактировать с новой властью там в Венесуэле, и там будут направлять линию по решению вопросов, скажем, интересов Соединенных Штатов Америки. Вот это он имел в виду, Трамп, мне кажется, а не то, что он там будет прямо. Но я еще имел в виду их министра обороны или министра войны, там его он имел в виду, мне кажется, да? Что они вот эти два, один с политической точки зрения, другой с военной точки зрения,
они будут в любое время, значит, готовы там решать любые вопросы, связанные с той проблемой, которая, как сказал Трамп, они украли нашу нефть. То есть там были их Компании? фирмы, компании, которые добывали нефть, и вместе раньше у них были договора, и эти потом, значит, Венесуэла всех их выгнала, кроме одной компании, так? А остальные все выгнала и начала, в общем, у них украла, как сказал Трамп, Ага. Венесуэла нефть, и поэтому это все нужно вернуть, эти долги они должны выплачивать. Вот что там было, то, что есть. Ну, мне кажется, что они будут управлять, это не совсем верно. Они будут оказывать давление. Вот это, я думаю, правильно будет вопрос для того, На чтобы власть. решался. Да, На власть Венесуэлы. Мгм. да, да. М, Арест Мадуро произошел ровно в годовщину сдачи Нориеги в Панаме. Это совпадение или символический сигнал Трампа? Ну, наверное, не совпадение, потому что они хотели это сделать где-то до несколько дней вперед, но так как погода была плохая, так как Да. в Иране пошли какие-то терки, и здесь это пришлось перенести. Значит, не совпадение. То есть это не это, ну, так вот случилось. Так случилось, как вот случилось. Ага. То совпало, без их воли, так сказать, без направления. Так мне кажется. Понимаешь? Ага. М, А как вы расцениваете вообще само поведение российской пропаганды? Что-то они как будто в воду макнули головой вниз. Но они, были пойманы на лжи, которые они раскручивали, обманывали, так? Но здесь вот, показывают, как американцы в посольстве, россияне передают им какие-то останки вот этого дрона, в котором они говорят: "Вот здесь доказательства", и всё такое. А те уже обследовали, и все уже посмотрели, сказали, что это фейк, что это обман. Они хотят, сорвать эти переговоры, которые, хотел, раскрутить и получить, значит, вопрос, перемирия, который предлагает Трамп. Они Мгм. сами выдали эти все вопросы вначале, потом их как-то отфильтровали, и теперь они не могут, этот вопрос решить, я имею в виду Америка. Мгм. Настаивают, он же выглядит очень плохо везде, он выглядит плохо в тех местах, где он имеет отношение с Россией, так. Вроде он хочет что-то решить, что-то сделать, а никак не может их пробить, вот. И поэтому вот это то, что они поймали, сейчас они как обмокшие, как ты говоришь, после такой вот, ну, скажем, такой лжи. Да-да. Такая, да. Вот в этом-то и дело. Аслан. А кто еще остался? Как вы считаете, у России союзники? Ну, Латинская Америка, можно попрощаться. А еще Но у России, осталось много. Китай есть, Северная Корея есть. Все Иран. вот эти диктаторские режимы, скажем, арабские диктаторские, мусульманские диктаторские режимы, хотя Да. народы там не выступают, они тоже под пятой этих диктаторов сидят. Они все еще после Первой и Второй мировой войны получили, значит, государство, эти народы. А избирать власть они не могут, так? Там, народы не могут сами избирать власть по своему усмотрению. Вот эти все страны, вот смотри, Мгм. как они действуют. Вот они, в пользу себя там, и интересов России, если бы интересы России совпадают с ними, так, то они готовы сдать хоть кого, эти диктаторы. Понятно. Теперь они будут здесь все искать. Я думаю, вот это вот, вот эти люди остались. Кто там? Они и раньше были, скажем, ну, Мадуро они забрали, или Мудара, как его там, так? А теперь Мадуро. остальные вокруг, которые они были и остаются союзниками, все равно они теперь еще больше будут держаться за Путина. Якобы, мол, ты наш друг, и вот давай этого, скажем, Трампа здесь нагнем. Вот у них такая вот задача.
Там во власти сидят люди, собственно говоря, диктаторы во многих этих странах латиноамериканских, так? Мгм. Ну, об этом речь как раз таки идет. Вот. Я думаю, что это так, Асан. Мгм. Начались очень такие серьезные, уже длительное время события в Иране. Люди Мгм. выходят, прямо очень серьезные меры. Вот я сегодня смотрел видео, применяют очень серьезные. Огнем поливают полицейских, там дерутся, там, я думаю, ну, как бы все очень серьезно. Аятолла иранский заявил, что нужно их приструнить, всех успокоить и так далее. Как вы считаете, получится ли то, что сейчас делает вот эта иранская оппозиция, и не утопит ли режим аятол в крови вот эту оппозицию? Ну, не знаю, я вот думаю, там это массовое движение по поводу поднятия цен на все основные социальные нужды населения. Они поэтому вышли, так? А Мгм. кто вот этим процессом управляет, не видно. Кто? Это как-то, знаешь, без управления массово. Они могут так и заглохнуть, так? Они уже там поубивали некоторых людей, более сотни, я слышал. Раненых много, так? И этот сказал Трамп, что мы готовы в любой момент вам помочь, если вы будете там, мол, это творить и все такое. Видимо, здесь и Трамп, и, может быть, Натаньяху, они будут сейчас думать, что там делать. Я тоже так думаю. Мгм. Посмотрим, как это повернется. Так? Дело в том, что Россия в таких случаях сама искусственно создает вот этих управляемых оппозиционеров, чтобы сбить волну и сбить нормальных, независимых или прозападных оппозиционеров. Может ли это быть вот такой имитацией внутри режима, самим режимом, как вы намекнули вот в предыдущем своем ответе? Но, может быть, конечно, но здесь самим режимом ведь, в Иране вряд ли, потому что там цены поднялись, они не специально ж подняли эти цены, чтобы это, скажем, масса, люди вышли против самой власти, они не сделали бы это. Другое дело, что они уже находятся в таком состоянии, что и то, что у них есть богатство, нефть и другое, они не могут продать, на них санкции, так, на них Мгм. давят, потому что они атомную бомбу хотят сделать. То есть здесь много таких вопросов. На них давят, потому что они хотят уничтожить Израиль, у них цель такая, так? И здесь такие вот движения. И внутри, конечно, это могут кто-то спровоцировать. Враги, конечно, могли спровоцировать, враги Ирана, а их много у Ирана, а Иран это диктаторский режим тоже. Это могли спровоцировать, я так думаю, враги. Мгм. Хорошо, спасибо, Аяд. Аяд, мы уже почти час в эфире, поэтому вопросов больше нет. И предлагаю закончить наш сегодняшний стрим. Ну, давай закончим сегодня. Еще раз поздравляю тебя, Аяд, и всех наших зрителей с наступившим 2026 годом. Всего самого хорошего. Адикюль Машваль. Спасибо, спасибо. И я также поздравляю всех. Маркел. Адикюль. До свидания.